어디에 불고한 가운데씩 예임네, 와이프네, амсыгиитне, выйнымте. К столу просим. Анкордына мана элинсе колинсе вот, ины тугрём юрсо вэжэ, гии юрсо, гии юрсомне, циркуляция воздуха хорошая, раскрываются альвеолы, поэтому дети не болели. Ины тугрём юрсомне, почему мамсылкада укладывали детей спать, сон был хороший, а бузы похожи на тоже на юрту. Бузы вкусные, циркуляция пара тоже хорошая, и поэтому бузы вкусные получается. Видите, 33 защипы, 33 девицы, 33 богатыря. Тройка – это лидирующий символ, священное число. Артина, Саван-Гара. Саван. Почему Саван-Гара? Потому что Саван – символ всего белого, символ матери, символ материнского молока. Раньше наши буяты питались водой, разводили 5 священных коров, говорю, 5 священных животных, вот и на съеде вылудовые арты, зохы, эзги, хушу, урмы, и на ушки богов. Будете молиться богам, вот услышат ваши боги, вот эти ушки богов, и в тысячекратном размере вернутся вам эти молитвы. Ini khusyuk işinde var, tavuğun kuşumalar kuşu, tavuğun eder bu kuşu, ini miyakın işinde mane silik de mane bir bazı miyakın işinde pekişi. Miyakın yem kule yakınim buda, поэтому жербаем buda, коду место тоже жербаем бурят buda, крови есть такая тяга мягкотика, питаться мясом, молоком, белой пищей, картина, или такового кушумалны. Наши предки были кочевниками, вот разводили 5 священных. Есть даже мультфильм. Корова пришла к людям, начала давать молоко, потом пришел конь, хозяина возить, чтобы бутыль не нагадать. Видно, буятам был худотели. А именно как ты, именно корова кушумаланы, как культу вот имени. Вот и корова, мне когда выйди считается священным животным. Они даже молятся. И даже помет вот этих животных очень полезен. Вот, например, в жарких странах даже не хватает помета. Они от нечистот, от нечистой силы. Поэтому я дочь колхозника. Я выросла на этой белой пище. Они кумбиины, и бухлёр мяхетик, да, зимой. Наши были предки кочевниками, когда бухлёр кушали, они морозы не были суровыми. Не были суровыми. Хошхын это внутренности самое полезное мясо считается, потому что вот это, там впитывает вот это жир. Не жир, это вот сам это. Почему заканчивается мясо самое такое? Потому что коровы, эти 5 драгоценные животные пасутся в горах. В горах растут растения, которые занесены в Красную книгу Гиннесса. А почему там Дуждинский, Селенинский, там растет ковыль? Вот поэтому так считается. И хумбиины, теперь они шагай надо мешать, в одном шарешке все 5 драгоценные животные. Ухыр, орел, хонник, яман, тымы. Вот раньше не было игрушек, наши буяты умудрились вот играть. Когда вот так делаем, раздеваем ладошью очень много точек. Очень много точек. Поэтому Обращайтесь, пробуйте. Это урмы называется. Это черемухой, да? Черемухой. По-разному делают. Это тулы, самое дорогое мужчина. Это что такое? Это, понимаете,
Делается она везде по-разному. В каждом районе у нас отличается вот этот внутри, как бы получается, идут Это что? добавляется творог сюда. Это замбушка. Это замба. Замки — это тибетское слово. Это юрты наши. Чай с мукой, с замба. Юрте надо жить. Не зря египтяне живут в этих пирамидах. Ну что же, следующие участники Каждый район делает школы по-своему. нас уже ждет. Черемуха, печенье, пряник, изюм. Это халиса. Ну, название Холиса интересное, правда? Халиса слово. В Бурятии нашей, где степи бескрайние, повсюду цветет Аяганда. Мы запахом терпким любим дышать, жилище свое очищать. Нам мудрость дает его благовоние, дыханием жизни наполнен цветок. И наш детский сад несравненно прекрасен цветку Аяганда, где радость живет.
счастье принесет. Вам желаем вдохновения, много радости и везения. Шена жолда, жек задарем. Задарем, поете, жарголте, яблытне, волтаре. Добра желаем вам и мира в наш светлый праздник Сагалган. Здоровья вам и вашим близким, достатка и радости в семье, успехов, большого счастья, бузы и урмы на столе. Бурханда бадырулган зулытне, нагы итне немыжбек. Бурханда утыгын санзетне, сычхлы итне, ари утхажбек. Борханда табихам далгатне, байын хышык балажыбек. Борханда ургахын сетне, хырыгыйтне, вутежыбек. Саган хара, сагал ханар. Гулуны наранха, им абажа, эхы газарха, хуса абажа. Сыбыр тұңғылық ағарар амелжа, аршам болығар ұндалжа. Зоне золғы нағын бері күлі біржа, тарғыны өлігар бұйы шымыжа. Талы дедінға орғысын дежая, табын құшу малы шымыя, табын дұрым обетір тәвенғе, талыда жарғылты, канилда құндыты, ажу ғытны, болтағы! Сказка Айыгангын Буза. Сегодня я расскажу вам сказку про Бузу бурятскую. Бузу непростую, а Бузу Айыгангын. Давно ли это было? Недавно. С тех пор много лет прошло. Прошел по городу караван большой купчихи. И пошел он по шелковому пути. Дорога заводила путешественниц в разные страны. Каждый город встречал караван радушно и угощал вкусными кушаньями. В долгих странствиях обрела она себе подруг. Первая подруга Юльевна, русская красавица.
Зара! Третью подругу звали Сесек, бурятская Дангина. Крепко подружились они. Как-то завела их дорога на Стекольскую землю. Леса там были густые, речки прозрачные, поля бескрайние. Заехал караван в детский сад Аяганга. Обрадовалась наемша, что пожаловали гости к ним. Начала стараться угодить купчихе и решила организовать пир. Да так, чтобы явства и угощения были самыми лучшими. Говорит купчиха: приготовишь такое блюдо, чтобы всем 3 подругам понравилось. При этом предупредила, что Юльевна пельмени любит. Зара любит чебуреки. А Сесек ест только агинские бузы. Задумалась наемша, нелегкая эта задача угодить всем. Уж ночь близится, а рецепта все нет. Так, ничего и не придумав, легла она спать. И снится наемше озеро глубокое, а на озере танцуют раз прекрасные девушки. Подходит к наемше одна девушка и спрашивает: что случилось, наемша? А она отвечает: блюдо мне надо приготовить, да такое, чтобы купчихе и ее подругам угодить. А в голову ничего не приходит. Не волнуйся, наемша, есть у нас рецепт. И скинула она его по вайберу.
Улыбнулась Наёнша, достает свой айфон, а там в вайбере рецепт аягангын бузы. Приготовила блюдо для купчихи и ее подруг. Уселись подруги за стол, попробовали бузы. Заулыбались. Купчиха сказала: сколько земель объехала, но такого гостеприимства, как у вас, никогда не видывала. И так у них родилась песня